развивать свои навыки. И у нас сегодня в зале есть уникальный наставник, которая до прихода в компанию Faberlic развивала линейный бизнес. Она точно знает, в чем секрет ее успеха. Встречаем золотой директор компании Александра Сечи. Золотой директор компании. Друзья, коллеги, конечно, я вас всех приветствую, всех красивых, таких радостных. У нас сегодня с вами действительно замечательная атмосфера. Меня зовут Сечик Александра, и, как вы поняли, в этом году я закрыла звание золотого директора. Но давайте начнем по порядку. Пришла в компанию Faberlic в 2016 году. Всего 7 лет назад. Для кого-то это много, для кого-то мало. Мне кажется, я здесь оказалась случайно. Я вообще не знала, ни про какой сетевой не знала ни продукт, ни уж тем более компанию Faberlic. Просто мой будущий наставник сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Мой будущий наставник предложил мне деньги. И меня, в принципе, как раз-таки на тот момент именно это и интересовало. Достаточно быстро я пришла к результату. Буквально в течение где-то полгода я вышла на статус и директора, и старшего, и очень быстро первый директор у меня в структуре появился. Я даже, знаете, в какой-то момент думала, даже не понимаю, как это произошло, как будто все на одной волне. Почему? Конечно, я не могу сказать, что здесь нет заслуги моего наставника, потому что именно наставник мне предложил цель, которую я приняла. Ну а дальше система и действия. В принципе, если вы еще не директор, то этого достаточно для того, чтобы стать. Обратитесь к своему наставнику, либо, если его нет, идите к вышестоящему. Все равно дойдете до того, у которого есть система, который предложит вам действия. От вас остается только делать. А вот потом случился какой-то стопор. И не на 1 год, на несколько лет. И знаете, я даже, давайте я вам лучше покажу. Мне нужен, конечно, один доброволец из зала, но чтобы не тратить время, я уже договорилась заранее с одной девушкой и приглашаю ее на сцену. Это Рушкова Ольга, город Куртамыш, и сейчас она, давайте ближе, сейчас она выполнит одно задание. Она пока не знает, какое, но я уверена, что она справится. А вы смотрите внимательно. Итак, Оля, я сейчас засеку время, и в течение минуты я попрошу тебя рассказать, не показывая, а рассказывая, как одевается вот этот предмет гардероба. Ну, вы поняли, это пиджачок. Ты справишься? Готова? Задание понятно? Отлично. Я засекаю время. Так, давай. Одну руку заталкиваете куда? Куда-то сюда, а потом вторую и накидываете, нет, в другое отверстие и накидываете на плечи. Примерно так. Да. И время еще есть. Вот одну руку сюда, вторую сюда и на плечи. Все готово. Сюда это куда? Вот тут отверстие есть, туда толкаете. Да. Друзья, мы ответ принимаем досрочно? Хорошо, не будем мучить Олю, спасибо, что ты мне помогла. На самом деле я хотела вам показать. А знаете что? Я вот именно так в своей структуре и своей команде объясняла, как стать директором. Вот толкаешь одну руку сюда, другую туда. Кто-то сейчас узнал себя? Вот вы вот так же в эти отверстия толкаете руки, а директоров все еще нет. Как такое возможно? Вот так я мучилась, но потом со мной случилась история, которую я считаю была, что называется, вишенка на торте. Приходят ко мне несколько моих лидеров и говорят: Саша,
ты, конечно, у нас молодец. Но стать директором Faberlic невозможно. Тебе повезло, это чисто случайность. Вы поняли? Тут вот половина из вас, вам тоже повезло, это чисто случайность. В тот момент, вы знаете, у меня пролетела мысль в голове. А может быть, они правы? Может быть, действительно, я как-то затесалась случайно. И так я разозлилась в этот момент не на них, а на себя, что я такие мысли в своей голове начала допускать. Разозлилась и пошла жаловаться мужу. И говорю ему: ты представляешь, мои лидеры, с которыми я 5 лет каждый день рассказываю, объясняю, обучаю, мне такое заявляют. Я очень благодарна тебе, мой мудрый муж, за то, что он в тот момент мне сказал: Саша, да плевать, да нет, следующий, возьми меня в директора. Я, говорит, так хочу стать директором. За все эти годы я уже наслушался столько, как им стать. Я теперь уже сам хочу и знаю. Просто помоги мне. Вы даже не представляете, как я была рада в тот момент. Потому что наши цели с ним совпали. Я регистрирую мужа, и с нуля мы начинаем с ним работать. Выбираем несколько методов, и за определенный срок он выходит на уровень директора. Вот таким образом я становлюсь серебряным драгоценным директором. Что я испытала в тот момент? Такую уверенность. Сейчас нет ни одного человека на свете, который может поколебать мою веру в том, что директором стать невозможно. Вот 10 раз подумайте, прежде чем ко мне подойти с таким заявлением. Потому что эта уверенность, эта сила настолько меня наполнила, что я потом на полном серьезе сказала своей команде: друзья, у нас еще есть сомневающиеся? У меня так-то родни много. Но для меня очень важно, чтобы директор был не так, что я там под него села и давай строить структуру. Нет. Для меня важно, чтобы человек с нуля пришел к результату сам, даже если это муж. А знаете почему? Потому что рано или поздно он скажет: я не хочу быть директором, я хочу дальше. А если ты хочешь дальше, ты должен знать этот путь, ты должен его пройти, прочувствовать, прожить все препятствия, все трудности. Вот все, что с тобой происходит на этом пути, ты должен пройти сам. И только в этом случае ты сможешь передать. Что в этом случае случилось полезного для моей команды? А потому что был личный пример. Был пример, который оказался единственным методом бесспорным убеждений. И тогда вот в моей команде написала мне девушка, которую сейчас, кстати, поздравляли, Москвичева Юля. Юля, поздравляю тебя еще раз, ты большая молодец. Она сказала: Александра Викторовна, я хочу быть директором. И тут опять наши цели совпали. Да круто же, говорю. Живет село Целинное, почти на границе с Казахстаном. Нет железной дороги, нет федеральной трассы, 200 километров от Юргамыша. И она директор, она стабильный директор. Молодец. И вы думаете, я ей подписала хоть одного человека? Да нет, жесть. И сейчас она приехала со своей командой. И сейчас с ней за столом сидят ее будущие директора. И мы просто знаем, как к этому прийти. Всем вам я, безусловно, желаю не терять время зря, быстрее становиться директорами. А если вы уже директора, то скорее спешите в драгоценный корпус. Я вам сейчас открою секрет, как стать драгоценным. Я вообще считаю, что любая ступень в маркетинг-плане – это момент осознанности. Но к этому надо прийти. Но вот сейчас я вам дам совет, и я очень рассчитываю, что у кого-то из вас щелкнет эта осознанность. Ну, во-первых, как вы поняли, мы сюда приходим в сетевой Faberlic, мы ставим в позицию ученика. Как только мы начинаем подписывать, мы еще добавляем позицию наставника, работаем, развиваемся и эволюционируем в этой новой для себя роли. Так вот, стать директором, я уже сказала, метод действия. А вот чтобы стать драгоценным,
вам нужно прийти к осознанию одной важной вещи. Как только вы начнете в своей команде учить людей, учить других людей, вот тогда вы 100% драгоценны. Пока как там дальше, я еще не знаю, но разберусь. Пригласят в следующий раз выступить, поделюсь своими выводами. А пока запомните, как только вы начнете в своих командах учить людей, учить других людей, добро пожаловать в драгоценный корпус. Всех новых статусов!